По окончании Лукояновского педучилища, что находится в Горьковской тогда, сейчас Нижегородской области, в 1962 году, 27 августа, я ступила на землю именно Верхневилюйскую уже. Так, и после, по назначению, я перебью, приехала я чисто добровольно. Порыв души, романтика меня тянуло всегда, и я поэтому, я приехала, конечно, не одна, нас было 21 выпускник этого педучилища. Ага, ну и говорят, один был у нас в Вилюйске, мы двое в Верхневилюйске и трое из Нюрбе. Это все из одного училища. Это было что-то, говорить о том, как мы добываем, очень интересно было. Все было интересно, поэтому повторяться я не буду. Так, и сразу присутствовала на совещании на Августовском. Ага, и меня Дмитрий Спиридонович, тогда заменяющий начальника района, он меня по-свойски отправил в Сургулук. И 1 год я там проработала, и люди покорили меня, природа покорила меня, вообще все необычное для меня, все было абсолютно новое. И вот я осталась. 59 лет я здесь. И об этом я не жалею, забегая вперед. Так, через год меня моя подруга перевезла сюда, я работала в Бараховской школе. И в 1964 году открылось новое здание, двухэтажное здание нашей дорогой восьмилетки. И с 1964 года я учу детей именно едюгейских, потому что тогда территория была Бараховской школы, второй школы и восьмилетки. Так что с 1964 года я здесь. Так, 1964 год еще знаменательный тем, что, во-первых, в 1963 году в воскресенье на танцах я познакомилась со своим Николаевым. Он только что пришел из армии в этот день, пришел на танцы, и все. Эта случайная встреча стала у нас не случайной, а долгим жизненным путем. Вот. Значит, и если забегать немножко вперед, уже хочу сказать, что, итак, 1 сентября мы познакомились, 4 сентября у меня день рождения, 5 сентября он мне сделал предложение, 12 сентября мы отметили маленький вечерок, 17 сентября мы вошли в новый дом, 24 сентября у Миши у самого день рождения, и кончается сентябрь моими именинами: Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. И вот я вся сентябрьская. Так, и ну вот чувствуете, что все у меня связано именно с едюгейским. В те времена был не едюгейский. Я уже не могу сказать, как его Маркс, да и говорили там, да, Юдигей, да говорили, ну, в общем, как-то говорили по-разному. Вот а сейчас это очень красиво звучит. Село Андреевское, на снег Юдигейский. Очень хорошо. Вот, так что все связано здесь. Так, ну, в основном я буду говорить, конечно, о своей работе. Значит, стаж работы 53 года. Из них вот 1 год в Сургулуке, 1 год в Бараховской, и вот остальное именно вот в моей родной школе. Поэтому я имею даже знак 50 лет и, подчеркиваю, именно в родной 8-летней школе. Выпускников у меня как классный руководитель. Я выпустила 7 выпусков, сделала. Нам не давали тогда отдыхать. Выпустила и беру. Классы доставались очень хорошие, об этом я не жалею. У меня много преемников, больше 40 выпускников стали учителями, из них много учителей русского языка, литературы. Вот чем я, конечно, горжусь, радуюсь. Они меня не забывают, как и я их не забываю я тоже.
Вот, но это коротко обо мне, особенно больше рассказывать нечего. Так, ну, в семье у нас 3 детей, 3 сына, и двоих мы взяли Мишиной сестры дети, дочь и сын. Они у меня тоже, наверное, очень давно, уже не помню. Вот. Все имеют образование, все имеют, как сказать, ну, не все высшее образование получили, но, по крайней мере, все. Во всем не буду. Так, ну а семья наша всегда держится, и как остатки у нас все уходит на нашего отца. Мы с ним прожили 43 года в мире, дружбе. Вот есть книжечка о нем. Эта книжечка есть в нашей этой сельской библиотеке. Так, итак, о нем. Простой, обыкновенный якутский парень с образованием 10 классов. В 25 лет он стал директором бытового комбината. Без образования. Это благодаря тому, что Марк Трофимович увидел в нем будущего организатора дел, делового человека, честного, принципиального. Он работал там. Если говорить о бытовом, то что вот новые стройки, вот эти были, я не буду говорить. В общем, его конек – это улучшение жилищного дела, хозяйственного дела, и, естественно, он болеет душой за весь район. И это у него никуда не отнимешь. И это, забегая вперед, скажу, что он окончил высшую партийную школу, у него 2 образования, высшее партийное и педагогическое. Вот. Но он мечтал, не мечтал, вернее, иногда смеялся, что я буду директором вашей школы. Вот. И если говорить об эдюгейском, он истый эдюгеец. Вот жили они тогда по улице Нагорной, это сейчас улица Орджоникидзе, но тем не менее как-то вот он давлеет к этому, к нашему вот этому, к эдюгейскому. И когда мы построили вот этот дом по улице Потаповой, мы полностью стали эдюгейские. Здесь работал он и парторгом был, и директором совхоза был, и был, как тогда называли, председатель сельсовета, что ли, тогда не было эдюгейский отдельно, этот верхневильский отдельно, он был совместимый. Вот, и за это время он создал, я хотела бы сказать, даже наш эдюгейский. Это первая его задача была, по-моему, почему это как пригород, придаток Верхневилюйска. Весь район живет за счет совхоза эдюгейский. Это все, что, фермы и так далее, все совхозное. Это кормится весь Верхневилюйск, а у нас особого статуса, как поселок, у нас нет. И вот он это задался этой целью. Я, конечно, не могу его думы, там, чаяния, как, чего, что. Но, короче говоря, он начал с того, что в нашем эдюгейском крае должна быть обязательно своя поликлиника. И он это создал. Вот здесь на пригорке, рядом с 4-м этим, детским садом, стоит типа 4-квартирного дома. Одна половина он тоже, кстати, сделал библиотекой, а вторая половина была как медицинский кабинет. Сюда можно было не туда бегать, здесь получали уколы, здесь делали, Марина Николаевна возглавляла это, Китехова. Сюда можно прийти и уколы получить, и давление измерить, и так далее. Маленький пункт был у нас медицинский. По ту сторону, значит, была библиотека. И в этой библиотеке, вот она сейчас носит имя вот нашей библиотеки,
это Матвеева, Раиса. ага, вот, она одноклассница Миши. Опять-таки с этого, вот, как сказать, он дает работу нашим марксовским, нашим, вот как-то заинтересовано было. Вот, все это у нас было, теперь эта библиотека стала хорошая, добротная. Вот. Так, дальше время шло, совхоз, директором совхоза работал он когда, я, может быть, немножко буду не точна где-то там, так что вы меня простите. Он, вот эту Чучукёле, он создал. Ага, это ферма. На этой ферме работала наша дочь. Это Катя, которая работала в библиотеке. Она была не семейная, и ее отправили туда работать в Хатоне. И это Катя согласилась даже безоговорочно, потому что это от отца, как сказать, порыв отца, поддержка отца. Хорошо же. Вот, но там она проработала год, зиму продержалась. Он, конечно, всячески помогал. Так, потом для этого же нашего совхоза вот тут стали я рукой показываю, ничего, создавать эти теплицы. Ага. Вот. Николаев через Мирный привез сюда первые арочные теплицы. Вот. Так, для этого же совхоза на территории Чучукёля он решил организовать птицефабрику. Ага. Привез инкубаторы, все это заготовлено было, привез инкубаторы, договорился с поставкой яиц именно для инкубатора. Себе домой он привез, Алеша учился в Москве, он привез тоже инкубатор из Москвы. Первая проба была у нас. Тут был такой еще фотограф Камьянов, он, через него как-то нельзя, в общем, сделали. Так что мы даже были как предпринимателями, мы продавали цыплят, мы могли продавать яйца, куры неслись очень хорошо. Это, в общем, так. Так, и дальше связь, например, с Кентиком, это же как будто наша тоже территория. Вот это обмен школьными бригадами и так далее, вот эти с поля, как сказать, он и кентикский тоже получается так. Так что у него такой обширный как размах, желание сделать из этого поселка именно настоящее хорошее село. Так, и, по-моему, может, что-то я еще забыла, довершение всего, почему эта школа в центре? Почему мы должны эту школу, детей наших, пускать куда-то туда? Ага, потом тем более как-то... Короче говоря, он решил создать школу здесь. Ага. Будучи председателем сельсовета, я уже не помню, где он был. И он выделяет участок, где сейчас стоит третья школа. Выделили этот участок, еще его даже это называют якутский еврей. Мишу так называют. Почему? Потому что какими-то путями он выбивал деньги. А в то время главой, тогда уже главой был Платон Терентьевич Тумуса. И они как сказать, они родственники, может быть, оба инициаторы, оба тогда и партийные были, видимо, веяние времени. В общем, они друг друга поддержали. И на этом месте была такая трогательная, хорошая встреча. Заложили, фундамент еще не было. Так, но вопрос встал, как же строить? Денег-то нет. Ага, и тогда решили обратиться, не то что обратиться, какой-то, толчок дали, что ли, помощью.
Тогда шефство было хорошее. Призыв, наверное, да? Ага. И вот мои выпускники заготовили 70 бревен делового леса. Все это своими руками заготовили, взяли эту, там и деляну они, каким образом это, я не знаю, не взяли, но взяли деляну эту, как они это рубили, там, пилили. Я, конечно, это абсолютно не знаю, но 70 бревен было завезено сюда. Так, и это, ну, началась стройка века. Вот поэтому я, вот видите, трогательно очень вспомнить эти места. Вот. А вот эта территория, которая вот около третьей школы, вот и сейчас это улица Лазарева, например, улица Черяева, ну вот не полностью там вот до конца, и Лазарева не туда, вот дальше это планировалось. Так, по крайней мере, вот этот вот квартал, он отдает, почему говорю он, потому что он руководил всем этим, он отдает под дома для учителей. На этой территории мы, Леонид Гаврилович Лазарев, Петр Поликарпович Адарусов, там был еще Алексей Иванов, Алексей Семенович, что ли, он был. Так, и дальше вот этот Китехов Сергей Николаевич дом и так далее. Вот этот вот участок весь был отдан под это. Хорошая перспектива, хорошая, потому что строить в центре там негде было. И вот мы сейчас, например, живем там, и как раз рядом я со своей любимой школой. Ну, с радостью в сердце вспоминаю вот эти вот моменты. Тяжело было, не все было гладко, перипетий много, недругов было много у него, это я скрывать не буду. Пальцем показывать я не буду, конечно, не называть ни этого имени, но это есть люди, которые завидуют тем, кто лучше работает их, сами не могут и, может быть, не хотят. Вот на это, а он вынес все. Вот поэтому ему не начинает вот работать и вот так. Вот и что я хочу сказать. Благодарна то, что мы здесь. То мы любим весь наш Верхнеуральск, но тем не менее что с ним больше связано, его память. Вот увековечили его память, видимо, по заслугам. Я думаю, есть улица теперь имени Михаила Яковлевича Николаева. Так, в этом году пришло это, как сказать, пожелание, что ли, что эту улицу соединить с улицей Поповича, она стала самой длинной улицей по метражу. Она стала самой длинной улицей всего Верхневилюйска. Вот. И это же несчастье. Так, мы вначале проводили цехи, именно связанные вот с именем Яковлевича. Вот это были у нас, тогда Алеша работал уже, у нас были хорошие награды, мы давали газовые котлы. Это, да, Миша любил борьбу, поэтому победителю в этом ага, вот, это маленький телевизор, там появились первые дома, первые жители, это на улице Ленина, щедрые подарки сделали, вот эти книжечки вот вручили этим. Эту традицию, конечно, мы не могли вот так вот, но по первости у нас было так, и очень было хорошо. Люди были, конечно, довольны. А главное, довольны были мы, что приятно людям сделать за то, что они его помнят, о нем вспоминают, и до сих пор, такое мнение. Ну и я счастлива тем, что вот мы прожили 43 года с ним. Это в семьях, конечно, всякое бывает, но тем не менее я счастлива.
Вот. Сейчас у меня, говорят, по-якутски не считают, а я считаю. У меня 16 внуков, у меня 10 правнуков. У меня есть все, что нужно для женщины. Тем более я прожила такой хороший возраст. Надеюсь, я еще поживу. Поэтому мое пожелание единственное, что для людей вот я хотела бы, во-первых, моя благодарность за то, что они помнят, во-вторых, чтобы эта память, ну, желательно, конечно, она сохранится, ее уже, история это не выйдешь, а чтобы сами любили свой край, любили свой Идюгейский, чтобы, как, может быть, Николаев отдавали побольше души этому поселку. И, конечно, всем здоровья. Здоровье, здоровье. Теперь здоровье, говорят, покупаем. Покупаем. Раньше желали, а теперь покупаем.